30 лет, сжатые в 3 года. Именно так я бы определил текущую историческую ситуацию. В нем нет голословной апологии работы президента и его команды, хотя есть чем гордиться. В первую очередь темпом, который задан стране, темпом, который позволяет Кыргызстану оставаться на плаву, несмотря на турбулентность современного мира, ведь нам, как в той сказке про Алису, приходится бежать, чтобы оставаться на месте. Нет апологии, прежде всего и потому, что есть уверенность в чистых помыслах всех наших предшественников, несмотря на все ошибки, совершенные ими. Такой подход не только исторически верен, но и перспективен. Он закладывает основу национального согласия и единства, гарантии не только существования, но и поступательного развития страны. Именно этими соображениями руководствовался наш президент, когда собирал всех своих предшественников за одним столом. В этом смысле я, в свою очередь, признателен всем, кто работал до меня, ведь накопленный ими опыт, как положительный, так и отрицательный, ложится в основу работы действующего нашего кабинета министров. В этом году мы отмечаем столетие образования Каракыргызской автономной области. Значение этого события переоценить невозможно. Тогда, 100 лет назад, был заложен фундамент, утерянный много веков назад государственности кыргызов. В связи с этим не может не поражать историческая прозорливость, политическая воля и гражданское мужество кыргызской элиты начала XX века. Имена Жусупа Абдрахманова, Абдукадыра Орозбекова, Абдукерима Сыдыкова, Ишеналы Арабаева и многих других неугасаемый пример служения народу как для нас, так и всех последующих поколений. В сложной и опасной исторической ситуации, проявив ум, волю и мужество, поставив на кон свободу и саму жизнь, они создали нашу государственность. Наш долг перед ними и будущими поколениями состоит в сохранении и развитии созданного ими. На этом пути нам расслабляться нельзя. Мы не должны полагать, подобно Фрэнсису Фукуяме, что история закончилась. Работа по сохранению и укреплению нашей государственности ни на минуту не должна прекращаться. Современный мир непредсказуем и опасен, как никогда за последние полвека. Идет переформатирование мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, конкуренция экономик, конфессий и идеологий. Жесткая борьба ведущих мировых держав за сферы влияния. Все эти реалии ставят перед нами задачи не менее сложные, чем перед отцами-основателями новейшей кыргызской государственности. Пример, который мы должны взять на вооружение из их деятельности, это смелость, решительность и умение смотреть далеко вперед. 3 года страна живет напряженно, так, как должна жить, чтобы не только существовать, но и развиваться. С момента обретения независимости мы сыграли во множество игр. Первоначальное накопление капитала, дикий капитализм, в дурно понятный либерализм. К сожалению, все это без учета исторической, экономической и географической ситуации. Мы, как дети, пытались подражать взрослым, приобретая атрибуты зрелости без их реального наполнения. Но другого пути взросления, к сожалению, для нас не было. 2 года назад мы возвратили народу месторождение Кумтор. Я считаю это решающей вехой в истории становления суверенитета страны. Значение ее лежит не только и не столько в материальной плоскости, как принято считать, а в духовной, как бы это ни казалось странным в отношении такой субстанции, как золото. Дело в том, что Кумтор – ошибка нашей молодости, плата за наивность и беспечную открытость перед открывшимся новым миром. Позже она превратилась в раковую опухоль коррупции, пустившую метастазы во все сферы нашей жизни. В этих условиях без хирургического вмешательства обойтись было нельзя. И оно было возможно только при абсолютной стерильности помыслов. Я уверен, именно с ликвидацией этой опухоли начался новый этап в жизни Кыргызстана. То, что мы видим сейчас, строящиеся школы, дороги, рост зарплат, пенсии и пособия, наполнение казны народа – прямое следствие возврата Кумтора. Другой проблемой, представляющей серьезную угрозу государства,
было засилие криминалитета. Последнему явлению за годы бездействия власти удалось глубоко продвинуть свою идеологию в массы. Чуть ли не в детсадах появились так называемые старшаки, аналогии криминальных авторитетов преступного мира. Решительные и бескомпромиссные шаги руководства страны нанесли тяжелое поражение этому опасному явлению, и есть уверенность в том, что это безвозвратно. Непреклонность и политическую волю руководства Кыргызстана проявляет и в обеспечении безопасности страны. Концепция мира и согласия с соседями, преодоление неизбежных трений и противоречий миролюбивыми, взаимовыгодными и конструктивными методами положена в основу взаимоотношений с соседями. Она позволит нам решать проблемы, оставленные нам общим прошлым, когда мы жили в одной стране. Все другие альтернативы просто неприемлемы. 3 года и более 130 предприятий готовы заработать в эти праздничные дни. Это символично. Кыргызстан уверенно набирает темп и двигается вперед. Я хотел бы вас всех поздравить с наступающими праздниками. Мне приятно с вами работать. Надеюсь, наша команда оправдает доверие уважаемого президента Садыр Нуркожоевича Жапарова.